Джучи, Сартак уже с молодых лет, очевидно, был вместе с отцом и выполнял его какие-то поручения. В частности, уже достаточно таком молодом возрасте он участвовал в западном походе, и некоторые даже говорят, что в западные источники, что он сыграл такую важную роль в венгерском походе и в битве на реке Шайо. Там это такая знаменитая битва, когда венгерский король собрал практически все свои войска, и войска Батухана тоже соединились возле реки, и они встали напротив друг друга, и вот небольшая речка, действительно очень такая небольшая, тенистая, с таким илистым дном, очень небольшая речка, которую действительно там перебежать можно. Но для войск и рыцарских войск это представляло собой, конечно, сложное препятствие. И для того, чтобы спровоцировать атаку, Батухан послал передовой отряд, и говорят, что им командовал как раз Сартак, который напал на рыцарей, обстреливал их. Когда на этот передовой полк была совершена атака, он изобразил поспешное бегство, и что в полном смятении войска бегут, и рыцари, не послушавшись короля Белы, поскольку командовали не только король, но и знатные феодалы, которые наоборот были настроены против короля Белы, которого считали, что он хочет все эти вольности, всех этих магнатов сократить. И, невзирая на его просьбы, они бросились в атаку и увязли в этой реке, потеряли ход, потеряли такой натиск движения, и оказалось, что здесь была и заготовлена как раз засада. Были поставлены камнеметные и стрелометные машины, которые начали обстреливать этих рыцарей, чего, конечно, вообще никто не ожидал, что эти осадные орудия можно использовать в полевом бою. И рыцари смешались, одни бросились, им на помощь, наступать, другие пытались отступать. Войско пришло в смятение, и в это время другие войска, которые переправились в другом месте, монгольские, ударили во фланг, и король Бела потерпел сокрушительнейшее поражение, и после этого фактически никаких полевых сражений больше не было. Один из посланников армянской церкви как раз тоже говорит о том, что действительно Сартак является христианином, и более того, он издал указы, которые ослабляли налоговый гнет для христиан, то есть приравнивал их к другим льготным категориям населения. Вот здесь небольшое такое отступление надо сделать. Вообще представление о том, что некие христиане живут на Востоке, и более того, что там было какое-то великое государство, и что это великое государство придет на помощь христианским странам в самый такой момент, и более того, является союзником, который поможет отвоевать гроб Господень в Иерусалиме, было распространено не только в церковной среде, но и среди политических правителей, европейских политиков и военачальников. И вот посольства плана Карпини и Гильома де Рубрука, они как раз были во многом направлены для того, чтобы разузнать
И многие вопросы, которые они, очевидно, задавали, было про то, а где же государство вот это пресвитера Иоанна? Есть он в действительности? В этом смысле очень интересно построение работы Гумилева, вот как раз «Поиски вымышленного царства», где он говорит, вот есть миф о пресвитере Иоанне, а есть реальные сведения о несторианах в Центральной Азии. И вот давайте проведем исследование, чтобы сблизить, понять, где лежит историческая правда. Ну и дальше он как раз пытается это сделать. Ясно, что источников тогда у него было очень мало. Очевидно, легенды о пресвитере Иоанне связаны с тем, что кирийский хан Тагрул был коронован в свое время джурдженскими правителями титулом ван-хана. Ну, такой высший чин для варваров. Ну, ван, где ван, там и звучит как Иоанн, и отсюда возникла идея А кирийский хан был действительно несторианином, скорее всего, тоже. То есть мы видим, что несторианская христианская община была довольно крупной, развитой. Даже некоторые считают, что и Хулагу, и его соратники тоже были христианами. И более того, именно вот жестокая расправа с халифом, которая произошла именно вот как раз в это время, последним халифом Багдада, была связана с тем, что там были как раз христиане, которые, в общем, хотели отомстить мусульманам за поругание христианских святынь. В Монгольской империи, как и во многих государствах средневековых, была так называемая лествичная система. То есть правителем выбирался и власть передавалась не отца к сыну, а от отца к дяде. То есть следующим правил старший в доме. И утверждение Сартака это было бы нарушением вот этой системы. Но это было бы система, ну, в такой нормальной монархии. То есть тогда бы Улус-Джучи двигался в сторону такой нормальной монархии, где власть передается от отца к сыну. То есть нет никаких боковых ветвей. Они не могут претендовать, ну, в таком нормальном состоянии. Но вот произошло здесь несколько вот такая ситуация, которая не позволила вот этому случиться. И восточные источники довольно смутно, но говорят, что был заговор. И, возможно, ну, потому что представить, что действительно довольно молодой человек, но ему 30 лет было, возвратившись из Каракарума, или едва возвратился, или по дороге из Каракарума в Сарай, вдруг внезапно погибает. То есть, ну, представить, что он, как его дед Джучи упал с лошади, значит, и сломал позвоночник, невозможно. И, ну, смерть его была очень явно выгодна определенной партии, которые к этому времени совершенно точно возглавляли Берке со своим братом Беркичаром, которые ни в коем случае не хотели возведения на трон Сартака. Но надо сказать, что хотя вроде заговор удался, и получилось так, что путь был к трону для Берке расчищен, но они не приняли во внимание такого фактора, как наличие вдовы Батухана, Баракчин,